Советского информбюро. Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля по 12 мая 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, путем разгрома удерживающей Крым 17-й немецкой армии генерал-полковника Йеннеке. Боевые ресурсы Красной армии превосходили силы противника в 4 раза. 7 мая начался штурм Севастопольского укрепленного района, имевшего многочисленные железнобетонные доты и дзоты, построенные на холмах и высотах на протяжении 9 километров. Все эти первоклассные оборонительные сооружения были прикрыты широко развитой сетью траншей, проволочных заграждений и минных полей. Утром советская артиллерия открыла ураганный огонь по позициям противника. Над укреплениями немецко-фашистских войск появились крупные соединения наших бомбардировщиков и штурмовиков, обрушивших на враги тысячи бомб. После артиллерийской и авиационной подготовки наши войска начали штурм мощных узлов немецкой обороны. В ходе штурма командующий армией генерал армии Толбухин применил военную хитрость между массированными ударами авиации для того, чтобы силы врага вернулись на свои позиции, в наступление отправили приготовленные муляжи солдат. После чего еще был произведен массированный авиационный удар. В результате ожесточенных боев на всем протяжении прорвана главная полоса Севастопольского укрепленного района противника. Наши части овладели важнейшим узлом обороны немцев Сапун-горой. Противник предпринимал буквально все меры, чтобы спасти положение. Немцы бросали в контратаке пехоту, танки и самоходные орудия. Против наших наступающих войск они использовали все свои огневые средства. Однако удар советских войск был настолько ошеломляющим, что противник понес тяжелые потери и оставлял одну позицию за другой. Только в районе Сапун-гора истреблено свыше 4000 гитлеровцев, взорвано 36 дотов и 27 дзотов, захвачено много пленных и трофеев. Развивая успех, советские бойцы выбили немцев из ряда высот и опорных пунктов и завязали бои на ближайших подступах к Севастополю. В течение 9 мая в Крыму войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь. Советские артиллеристы выдвинули на побережье до 60 орудий и прямой наводкой уничтожали вражеские суда, находившиеся в северной и южной бухтах. Тем временем советские пехотинцы и танкисты при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии пошли на штурм внутреннего Севастопольского обвода, последнего железнобетонного оборонительного рубежа немцев на ближних подступах к Севастополю. Советские части разбили немецко-фашистские войска, оборонявшие внутренний обвод, заняли Малахов, Курган, Слободу Корабельную, Слободу Рудольфову и ворвались в центр города. В ожесточенных боях наши войска разгромили противника и полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков город русской славы Севастополь. Разгромлена крымская группировка немцев, и Крым полностью очищен от немецких захватчиков. Противник понес полностью огромные потери в живой силе и в технике. В 1941-1942 годах советские войска в невиданно тяжелых условиях 250 дней обороняли Севастополь. В течение многих месяцев они отбивали бешеный натиск немецко-фашистских войск и наносили им тягчайшие потери. В 1942 году только за последние 25 дней штурма Севастополя немцы потеряли до 150 тысяч солдат и офицеров, из них не менее 60 тысяч убитыми. В 1944 году советские войска за 3 дня штурма прорвали сильно укрепленную долговременную оборону немцев, состоявшую из 3 полос железнобетонных и оборонительных сооружений, и разгромили немецко-фашистские войска, оборонявшие Севастополь. Длительная героическая оборона Севастополя в 1941-1942 годах Красная армия показала непревзойденный пример мужества и храбрости. В мае 1944 года Красная армия, в 3 дня овладев крепостью и военно-морской базой Севастополя, одержала еще одну славную победу.